Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Стечков Арсен, я ученик 11 класса Мугурдасской средней общеобразовательной школы имени Василия Николаевича Дахунаева. Тема моей научно-практической работы – создание якутских музыкальных инструментов. Актуальность избранной темы обусловлена проблемой необходимости сохранения культурного наследия якутов. Исследование традиционного музыкального инструментария является одной из важнейших проблем современного искусствоведения. В культуре каждого народа имеются свои традиционные музыкальные инструменты, соответствующие и отражающие жизненный уклад, быт, мировоззрение. Музыкальный инструментарий народа Саха с точки зрения истории его становления, бытования, развития и современного состояния на данный момент изучен недостаточно полно. Поэтому я поставил перед собой цель – изготовить якутские музыкальные инструменты. Для этого необходимо было решить следующие задачи. Во-первых, провести опрос среди населения села Сагана для выявления знаний о якутских музыкальных инструментах. Во-вторых, изучить технологию создания якутских музыкальных инструментов. В-третьих, провести эксперимент по созданию якутских музыкальных инструментов. Новизна работы заключается в том, что это первое практическое исследование в области музыкальных инструментов в селе Сагана. Метод – исследование, анкетирование, эксперимент, гипотеза. Изготовление музыкальных инструментов поможет возобновить работу по изучению традиционной культуры якутов, вызовет интерес со стороны учащихся и найдет свое применение в работе фольклорного ансамбля Эльгесаралера. Предмет исследования – якутские музыкальные инструменты, практическая значимость использования результата работы в нашей жизни. В народе Саха различают 4 вида музыкальных инструментов – ударные, шумовые, струнные, варганные. Анализ проведенного опроса среди 3 возрастных категорий в селе Сагана показывает, что большинство знает только хомус и умеет играть на нем. Остальные – дюнгер, табык, ойдо, крымпак, купсир, но не знают, как изготовить инструменты. Над данной темой мы работаем 3-й год подряд. За эти годы мы изготовили шумовые инструменты. Сахсыр, джага, инструмент из оленьего рога. В этом году в коллекцию добавили новый вид якутского музыкального инструмента – барабан. Он принадлежит к ударным инструментам. Корпус нашего барабана вытащен из куска березы, в качестве которого мы взяли фанеру. Сгибаем в круглую форму, связываем веревки и оставляем на сутки. Далее закрепляем оба конца корпуса, получившийся цилиндр крепим гвоздями маленького размера к верхнему и нижнему основам, которые вырезаем из оставшегося куска фанеры. 2 параметра, радикально влияющие на басовые частоты барабана. Глубина корпуса и диаметр нижнего отверстия у барабана с малой глубины корпуса центр мембраны не звучит вообще. Уменьшая диаметр нижнего отверстия, мы препятствуем самым верхним обертонам, заставляем их переотражаться от стенок и затухать быстрее, чем затухать басовый тон. Низкие частоты начинают звучать громче, звук становится увереннее и мощнее. Как оказалось, мембрана – это то же самое, что и струна гитары. Если натянуть на него неправильно выделенную кожу, он не будет звучать. Кожа должна быть тщательно очищена от сала и жира. Чем тоньше и жестче кожа, тем меньше высоких обертонов он выдает. Мембрана из выделенной обработанной шкуры издает более глубокий приглушенный звук, а мембрана, натянутая из тонкой сырой кожи, при ударе издает более звонкий и резкий звук. А звук извлекается посредством удара палочки, выполненной из сосны в виде ковша. Ударяющая часть нашей палочки обтянута мехом соболя и горностая. В народе Саха цифра 3 священна, так у наших предков есть представление о том, что Вселенная состоит из 3 миров. Считается, что у человека 3 души. Чароны делают с 3 ножками, круглый стол, сандалы также с 3. Поэтому у нашего барабана тоже 3 ножки в виде копыт якутской лошади. Для декора барабана нам понадобилась ровдуга, искусственная кожа, конский волос, заклепки. Подходя к выводу, можно сказать, во-первых, результат опроса среди населения села Сагана показал, что большинство респондентов знает только хомус из якутских музыкальных инструментов и умеет играть на нем, но не знает, как изготовить шумовые инструменты. Во-вторых, в ходе эксперимента выяснилось, что корпус должен быть изготовлен из высушенной древесины, тогда он легкий и удобный в применении. Чтобы звук был громкий и звонкий, необходимо тщательно вычистить материал от верхнего слоя. В-третьих, в результате исследования национального инструмента, а также изучить технологию изготовления и создания, мы можем иметь представление о национальных шумовых инструментах. Также выявили факторы, влияющие на звучание.
Старинные способы изготовления якутских инструментов, передающие мастерами из поколения в поколение, сегодня усовершенствованы современными производственными технологиями. Испытал трудности поиска соответствующих материалов. Работа очень интересная. Думаю, мы внесли большой вклад в декоративно-прикладное искусство в Абыйском улусе. Спасибо за внимание.